Вот пистолет Макарова. Предназначен для отражения нападения и на коротких дистанциях. На боевом посту без оружия не обойтись. Юнармейцы внимательно слушают инструктора, стараясь ничего не упустить. Воодушевленные рассказами, им не терпится самим подержать в руках настоящий боевой автомат. А кто-то даже вызвался разобрать оружие на время. Инструктаж сменяется небольшим экзаменом, а викторина на военную тематику. И вопросы не самые легкие. А самым активно вручают небольшие призы среди отличившихся. И 14-летний юнармеец Магомед Расбулатов, который сегодня узнал для себя много нового. Оружие, АК-47, СВД, как действует, калибр и так далее. А дальше экскурсия продолжается в специальном тренировочном зале для бойцов спецназа, где сотрудники отрабатывают различные приемы и удары. Инструкторы даже провели для ребят небольшой мастер-класс и показали некоторые приемы самообороны. Мы уже знаем, что нас отправили в ствол. Наши действия. Главное – опередить резким движением противника, уйти с линии атаки, с линии огня. Сразу вот так уходим, потом ослабляющий удар, без разницы в пах или в колено, и сразу заворачиваем, все, забираем оружие, забираем его в кобуру и идем дальше. Впрочем, юнармейцы и сами не прочь показать себя в рукопашном бою. Но самый долгожданный момент для ребят – это возможность проехаться на территории учреждения на военном бронетранспортере. Несколько секунд, и все уже расселись по местам, можно ехать. В целях воспитания молодежи, патриотического воспитания, провели ряд мероприятий. Думаю, это не последняя наша встреча. Будем еще встречаться, приезжать они будут, мы их будем навещать. И более с каждым разом будем интереснее, все более подробно рассказывать. Вдоволь накатавшись, ребята спешат поделиться своими эмоциями. Мне очень было интересно прокатиться на танке, покрутиться. Мне очень понравилось. Я хочу еще раз сюда приехать. А кинологи показывают ребятам двор, где содержатся служебные собаки. Мохнатый спецназ, без которого с конкретными боевыми задачами просто не справится. Незнакомцам здесь явно не рады, но бояться никто и не думает. Ребята, наоборот, подходят близко, чтобы лучше рассмотреть или даже попытаться дать команду. Сегодня воспитанники юнармии получили ценные навыки владения оружием, смогли усвоить прием рукопашного боя и даже прокатиться на настоящем БТРе. Возможно, в будущем эти навыки пригодятся им на все случаи жизни, а некоторые выберут элитную профессию бойца спецназа. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.